Альхамдулиллахи Раббил Аламин, вассаляту вассаляму аля расулики ва сахбихи аджмаин. Ребята, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Продолжаем наши уроки. На прошлом уроке мы изучали 5-й аят из суры Аль-Фатиха, где Аллах Субханаху ва Тааля научил нас говорить «Ихдинас сираталь мустаким». «Ихдина» – «Веди ты нас, сираталь мустаким» – по прямому пути, по правильному пути. И это является дуа. И что же такое сират аль-мустаким? Аллах Субханаху ва Тааля в следующих 2 аятах нам описывает этот путь. Точнее, описывает тех, кто точно идет по этому пути, и описывает тех, которые сбились с этого пути, которые заблудились, которые сошли с этого пути. Либо они свернули в одну сторону, либо в другую, но по этому пути они не пошли, и они не достигли той милости Аллаха Субханаху ва Тааля, которая обещана тем, которые пройдут по этому пути до самого конца. Тоже эти люди, которые идут по этому пути, которые прошли до нас уже по этому пути, которые должны являться для нас примером для подражания, чтобы мы жили как они, чтобы мы делали то, что они делали, и чтобы мы так же, как эти люди, чтобы мы также шли по этому пути, и так же, как эти люди, мы пришли к милости Аллаха Субханаху ва Тааля, мы пришли к награде от Аллаха Субханаху ва Тааля, мы пришли в Его райские сады, в обещанные райские сады. Всевышний говорит: «Сират аль-лазина ан'амта алейхим». Сират – это путь аль-лазина, тех, которые ан'амта, ты даровал их ни'матлар белян, ты даровал им свои ни'маты. То есть ты, о Аллах, одарил благом алейхим на них. Ты одарил их огромными благами, ни'матами. Эти люди, которые уже получили блага, ни'маты, награду от Аллаха Субханаху ва Тааля. Кто же эти люди? Конечно же, это пророки Аллаха. Это пророки Аллаха. Аллах Субханаху ва Тааля, Он их для того и отправлял, чтобы они научили нас религии нашего Господа, чтобы они передали нам Писание нашего Господа. Последний пророк, кому мы следуем? Жизнь других пророков мы уже не знаем. Пророк, за которым мы должны следовать, это, конечно, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, заключительный посланник Аллаха, который отправлен к человечеству. Больше посланников, больше пророков не будет. Он самый последний. И все, кто хочет пойти по этому прямому пути, он должен следовать за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он должен изучать его слова, к чему он призывал, от чего он остерегал. Он должен изучать его жизнь, как он жил, и должен стараться жить таким же образом. Посланники Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, для нас самый наилучший пример. Для каждого человека самый наилучший пример только посланники Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. После него это, конечно, праведные халифы. Это, конечно, праведные халифы, их жизненный пример. Мы следуем за ними. И после них это, конечно, жизнь сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ушел из этой жизни, остались его сподвижники. И все сподвижники, они полностью, в общем, если взять всех сподвижников, они полностью изучили религию Аллаха Субханаху ва Тааля, и они полностью сохранили эту религию, и они полностью ее передают следующему поколению. Возможно, кто-то из них не знал полностью все аспекты, все тонкости, но в общем, они все знали. Они все знали, и они все это передали, и мы должны изучать их жизнь и исследовать их путем. И после этого каждый, кто следовал за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, получается, он также следовал за праведными халифами. Он также следовал, получается, за подвижниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Его путь – это тоже путь того, кого Аллах Субханаху ва Тааля одарил благом, которому даровал свои ни'маты,
на кого Аллах Субханаху ва Тааля сказал, про кого Он сказал, «Ан'амта алейхим», даровал ему блага. Ты даровал ему блага. Много благ. И это путь, по которому мы должны идти. Получается как? Получается, у нас есть четкий, ясный пример. Пример, которому мы должны следовать, которому мы должны подражать, и мы должны изучать этот пример. У нас есть как бы теория, да, это книга Аллаха Субханаху ва Тааля, мы ее изучаем. И также у нас есть явный, ясный пример, как мы должны жить по этой книге. Как мы должны жить по этой книге. И это, конечно, жизнь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и всех тех, кто за ним последовал. И дай Аллах, чтобы все мы были, наши близкие, из самых настоящих последователей заключительного посланника Аллаха, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и дай Аллах, чтобы мы в судный день встретили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и испили воды из его водоема, и больше никогда после этого не ощущали жажду. Вассалату вассаляму аля сайидина ва набийна Мухаммадин, вальхамдулиллахи раббил алямин. Вассаляму алейкум.